если вы обратили внимание, в заключениях первичной экспертизы трупа, в выводах четко указано, что каких-либо повреждений, характерных для падения, соударения, то есть там область удар, противоудар, вот такие характерные, не были обнаружены. И мы тоже приходим к такому выводу, что здесь признаков инерционной травмы и при падении, свободном падении тела нет. То есть могли ли телесные повреждения у Нукеновой, образующие черепно-мозговую травму, образоваться в результате многократных ее падений с высоты собственного роста, соударения головой об стену или об какие-то другие предметы, вот этот момент, то есть полученные телесные повреждения, могли ли так образоваться? Ну, не бывает такого многократного падения, чтобы образовался вот такой комплекс повреждений. Это исключается. Человек, который в сознании, столько раз не падает. Да, случаи бывают, когда часть из них образуется, но они не от свободного, а при придании ускорения тела. Допустим, на практике бывает, за волосы взял, об стенку бьют. Или да, но это такие же повреждения, как от удара. А для падения есть характерные признаки, которые для эксперта не представляют особой трудности. Это было подчеркнуто в заключении первичной экспертизы, с которыми мы соглашаемся. А вот такой вопрос. После причинения ей черепно-мозговой травмы могла ли Нукенова совершать активные целенаправленные действия, самостоятельно передвигаться, сопротивляться, звать на помощь? Мы в своих выводах подчеркнули, с учетом заключения мнения специалиста в области нейрохирургии, то есть нейротравмы, то есть вот этот весь комплекс черепно-мозговой травмы, конечно, возможности, способности потерпевших к совершению активных целенаправленных действий, то есть это понимается, то есть передвигаться, ходить, кричать, звать на помощь, это все сюда входит. Она, то есть в эта способность крайне маловероятна, то есть больше всего она не могла совершать, когда этот комплекс образовался. Да, после одного удара еще как-то может, но, как я сказал, здесь травма, это вот эта совокупность всей травмы головы. Да, вначале, может, после одного, два, три, она еще могла как-то, но когда вот эта совокупность развилась, она не могла совершать активные целенаправленные действия.